Тем временем виновница другого ДТП, в котором подросток стал инвалидом, до сих пор не понесла наказание. Авария произошла еще 1,5 года назад в Чекмагуше. Школьник ехал на скутере, когда в него влетел автомобиль. Мальчик получил травму, после которой не может двигать рукой. Родители пытаются добиться справедливого наказания для автоледи. Он лежал вот здесь посередине перекрестка, мотоцикл был рядом. Спрашивал, все ли в порядке с теми людьми, которые попали в аварию. А вот его здоровьем автоледи не интересуются. После аварии, в которой предварительно виновником была признана женщина, находящаяся за рулем иномарки, 16-летний Халил практически не может двигать правой рукой. Школьник возвращался на скутере домой. У бабушки с братьями праздновали окончание 9 класса. Тот злополучный день, в том числе и момент аварии, он знает лишь по рассказам. Из-за травмы головы не помнит, что произошло. Наверное, через дня 3 я начал осознавать, что происходит. А до этого вообще ничего не помнил. По рассказам я направлялся оттуда, наверх получается. От бабушки Да. домой? Она ехала навстречу ко мне и повернула, соответственно, налево. И не пропустила меня. После госпитализации сначала в районную больницу, затем в Уфу. Врачи говорили, повреждения есть, но рука восстановится. А уже в Москве медики сказали, у Халила оторвались корешки нервов. Полноценно конечность не будет двигаться. Мальчик получил инвалидность. Автоледи, которая находилась за рулем иномарки в Чекмагуше, гостила у родственников. Вскоре после аварии женщина уехала домой в Сургут. Вначале она приезжала. Приходила, ее уже машину тоже арестовали. Она была на штрафстоянке, в это время она все время приходила в ГАИ, получается, а к нам нет. Не извинилась ни нам, ни перед нами, ни перед нашим сыном. И до сих пор уголовное дело, и вообще дело не возбуждено, никакого дела нет. Справедливость же надо восстановить, поэтому мы хотели бы добиться, чтобы возбудили уголовное дело. Сейчас Казыхановы наняли адвоката. Юрист говорит, что в случившемся есть явные признаки 264 статьи. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. На протяжении 1,5 лет материал находился в различных ведомствах. Неоднократно вносилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое отменялось в связи с их незаконностью. Однако законное решение до настоящего времени не принято. Нами направлены жалобы на бездействие сотрудников правоохранительных органов Министерства внутренних дел Республики и в прокуратуру Республики. Казыхановы боятся, что в конце концов истечет срок давности дела. Привлечь виновных лиц по 264 статье можно в течение 2 лет. А с момента аварии уже прошло 1,5 года. В МВД, в свою очередь, нам сообщили, что процесс идет. В целях установления точных обстоятельств происшествия были проведены необходимые экспертизы, в том числе медицинская, которая должна была установить тяжесть телесных повреждений у пострадавшего. Материалы в ближайшее время будут изучены Главным следственным управлением МВД Республики и будет приниматься процессуальное решение. Левый трудно очень. Никак не могу привыкнуть. Учителя не ругают его за неаккуратный почерк в тетрадях. После травмы Халилу пришлось учиться жить по-новому, превращаться из правши в левшу и пользоваться лишь одной рукой. Парню пришлось забыть и о продолжении профессиональной династии. Родители, врачи и самому как-то хотелось стать хирургом, помогать людям. Из-за травмы я отказался от медицинского института. 11 класс, скоро ЕГЭ и поступление. Он пытается определиться с подходящей теперь для него профессией. Каждые выходные ездит в Уфу на реабилитацию. Из-за того, что мышцы не работают, правая рука и плечо сильно похудели. Пытается самостоятельно делать упражнения, но скальпель, как мечтал раньше, он уже не сможет взять в руку. На дороге свернула автоледи, а поворотом в жизни это стало для него. Анастасия Ильчебаева, Станислав Птица, Рамиль Вахитов. Новости. Чекмагушевский район.